Саламатсыздарбы, кутман таң. Сиздер менен Ормонбек Ажаркын Ынтымаковна орыс тил мугалими. Биздин 12 сабагыбыз бул негизгиси сүйлөө ыкмасына камтылган темаларды карап чыгабыз. Анткени азыркы көйгөйлүү маселе бул орыс тилинде адамдар, окуучулар жана кыргыз жарандары түшүнүшөт, жакшы эле түшүнөт, бирок орус тилинде жооп айта алышпайт, же өздөрүнүн эркин оюн айтып бере алышпайт. Ошонун себебинен биздин бүгүнкү сабактарды көрсөңүздөр болот. Здравствуйте, доброе утро. С вами Жаркина Антымаковна, преподаватель русского языка. Сегодняшняя наша задача заключается в том, что заговорить на русском языке. Этот урок рассчитан для тех, кто хорошо знает понимает русский язык, но не может изложить свою мысль. И поэтому мы разберем часто встречаемые три вопроса. Это вопросы «где?», куда и откуда. На сегодняшней теме, на сегодняшний урок у нас три темы. Это где, предлоги в, на и упражнения. Ну, давайте с вопроса начнем где. Вопрос где. Это вопрос «где» обозначает пространство. Мы отвечаем на когда мы отвечаем на этот вопрос, у нас сразу же появляется ответ. Ну, то есть, что такое «где»? Кайда, каирде. Если я отвечаю на этот вопрос, я в конце ставлю какое окончание? «е». Например, где ты живешь? Я живу в городе. Где ты учишься? Я учусь в университете. Где работает твоя мама? Моя мама работает в банке. То есть во всех словах, конечно же, у нас идет окончание «е». Мы хорошо запомнили. То есть здесь у нас какое окончание, ребята? «е». Во всех словах. Эми кыргызча айтканда, эгерде биз где, каерде, кайда деген суроого жооп берсек, сөздүн бардык аягында эмне тамга болот? «е» тамгасы сөздүн аягында аяктайт «е» тамга менен. Мисалы, сен кайсы жерде жашайсың? Где ты живешь? Я живу в Бишкеке, я живу в Таласе, я живу в Оше, в Баткене, в Нарыне. То есть здесь в конце какая буква будет? «е». В основном, во всех словах, конечно, «е». Но в определенном моменте существует во всех же правилах свои исключения. Давайте исключения посмотрим. Если слово оканчивается на мягкий знак, видите, женского рода. Площадь, тетрадь. Где ты пишешь? Я пишу в тетради. Какое у нас окончание? У нас в конце, если у нас тетрадь, то в конце какая буква будет? «и». Ага. Где вы пишете? В тетради. Где находится памятник Чингиза Айтматова? Кто мне скажет? На площади. То есть у нас в конце какая буква будет? «и». Совершенно верно. Теперь давайте дальше разберем. Обратно же посмотрим окончание «и». И «е». Давайте, если у нас слово оканчивается на «я», то есть это какие слова? Хорошо, лекция, аудитория, экскурсия, то в конце у нас будет «и». На лекции, в аудитории. Теперь возникает вопрос, а какое же окончание «ие» будет? «Ие», например, задание, здание. Мы где находимся сейчас? В здании. Хорошо. Дальше теперь мы посмотрим с вами в множественное число. Во множественном числе окончание у нас идет «ах», «ях». Ну, сюда давайте напишем окончание «ах», «ях». Всем все видно, всем все понятно. В единственном числе жекелик түрүндө сөздүн аянда кайсы тамга кетет экен? «е». А көптүк түрүндө болсо «ах», «ях». Кайсы суроодо? Где, кайда, каерде дегенде. Например, в университетах. Где студенты учатся? В университетах. Где люди живут? В городах, в селах, в аудиториях учатся студенты. Хорошо. Теперь запомнили? Давайте подытожим. Как же нужно отвечать на вопрос «где»? Где живет твоя семья? Моя семья живет где? В городе, в Москве, в Новосибирске. То есть в конце какое окончание будет в единственном числе «е». Совершенно верно. Молодцы, то, что обратили внимание на это. Теперь второе. Разберем предлоги «в» и «на». Когда мы используем предлог «в»,
Давайте представим, что мы находимся где-то внутри пространства. Например, географическое пространство бывает, и вот внутри мы чего-то, если находимся внутри, то или иной предмет находится внутри чего-то, будет в. Например, давайте посмотрим на мою руку. Где мой маркер? В руке. Видите, внутри. А где сейчас ваши денежки? Наверное, в кармане. Хорошо. Где ваш блокнот? В сумке. То есть это пространственные закрытые места мы обозначаем предлогом «в». Вот наш предлог «в». Но еще может быть встречаться предлог «во». Например, если слово существительное начинается с буквы «в», тогда мы можем использовать предлог «во». Например, во Владивостоке. Где работает твой брат? Мой брат работает во Владивостоке, во Владимире. То есть тогда мы используем предлог «во». Давайте теперь посмотрим, почему я назвала географическое пространство. Что это такое? Например, город. Вроде бы здесь все открыто, но мы находимся внутри города, и поэтому мы говорим в городе. Где мы живем? В городе. Хорошо. Так, в селе можем жить, в селе, то есть вроде бы мы говорим, ну где же это? В селе, то есть открытое пространство будет в. Закрытое, то есть пространство внутри чего-то мы говорим в. Теперь насчет на. На – это наоборот открытое пространство, например, поверхность. Где маркер? На руке. Так, давайте еще посмотрим на уроке, на работе, на концерте. Когда мы используем предлог «на», когда у нас первое связанное слова со школой или с университетом, тогда мы говорим на уроке, на предмете, на лекции, на учебе. Видите? Дальше идет, когда у нас мероприятия. Какие мероприятия могут быть? Концерт, где собираются люди. На концерте, на митинге, на выставке, на собрании. Это же собираются люди же, и поэтому мы говорим «на». Всем все понятно? Хорошо. Так, следующее слово «на работе» у нас идет. Видите, внимательно посмотрели. На работе. Здесь можно сказать, может быть, да, это мероприятие, может быть, это открытая поверхность, но если так посудить, и абстрактные слова в основном мы используем предлог «на», потому что работа может быть и на улице, и на поле, и в банке, поэтому мы говорим «на работе». Так, а что такое открытое пространство? Например, подоконник. На подоконнике, на окне, на полке. Где ваши книжки лежат? Наверное, на полке. Хорошо, отлично. Теперь давайте итог сделаем. Вот наши предлоги «в» и «на». Предлог «в» – пространство, то есть внутри чего-то находится, «на» – открытое пространство. Понятно всем? Хорошо. Так, если вам все понятно, тогда мы сделаем упражнение, где ваша задача будет быстренько ответить на мои вопросы. Я знаю, что вы меня смотрите, и вы слушали нашу тему. Вам все ли понятно? Ну, немножко давайте на кыргызском я объясню, потому что наш урок русского языка рассчитан на кыргызоязычных, и поэтому тем ребятам, которые понимают, но не могут говорить на русском языке. Так, внутри чего-то бирнеменин ичинде жайгашкан нерсе болсо биз в деп айтабыз. Бул адам болобу, предмет, нерсе болсо да биз в деп айтабыз. Мисалы, Асан кайсы жерде жашайт? Асан Карабалтада жашайт. Асан живет в Карабалте. Анткени Карабалтанын ичинде жашайт. Асан кайда иштейт? Асан где работает? Асан болсо поледе иштейт. Он работает на поле. Мынакей биздин предлог наны колдонуп атабыз. Так, эгерде бул тема түшүнүктүү болсо, кайда каякта жана предлогторду в, наны эмес сиз адашпай айтсаңыздар, анда кийинки үчүнчү пунктка, үчүнчү темабызга өтөлүк. Бул упражнение. Мен эки сөздү айтам, сиздер болсо эмне кыласыздар? Сүйлөм түзөсүздөр. Мен менен чогуу биринчи озеки. Сначала нужно сделать нам практические задания, поскольку наша задача заговорить на русском языке. Говорить
свою мысль, излагать, отвечать правильно на вопросы. И поэтому повторяем за мной. Профессор университет. Где живет профессор? Где работает профессор? Профессор работает в университете. Мама магазин. Где находится мама? Мама в магазине. Книга полка. Где книга? Книга на полке. Хорошо, молодцы. Теперь 5 моих вопросов. Ответьте, пожалуйста, где вы родились? Ну, наверное, в Бишкеке. Где вы учитесь? В университете, в школе. Где вы работаете? В банке, в кафе. Где еще можно работать? Да везде. Допустим, на заводе, на фабрике. Так, и еще третий вопрос. Где живут ваши родители? В селе, допустим. Так, следующий дальше. Еще 2 вопроса осталось. Готовы? Где вы обычно отдыхаете? На Иссык-Куле. Здесь вопрос возникает, почему Иссык-Куль? На Иссык-Куле. Потому что мы на берегу Иссык-Куля отдыхаем. Поэтому у нас будет на. Хорошо. Следующий дальше посмотрим. Где сейчас лежат ваши вещи? Вокруг посмотрите. Ваши вещи могут лежать на полке, в шкафу, да везде, на полу, допустим. Хорошо. Теперь вот к этому и мы пришли, к исключению, которое мы должны запомнить. Есть слова, когда мы говорим «где», в конце «у» будет, но мы возьмем только 8 слов. Вместе со мной повторяем эти слова. И давайте, первое слово – это «в шкафу». Второе слово наше – «в саду». Третье – «на берегу». Четвертое – «на мосту». Пятое – «на углу». Шестое – «на берегу». Еще есть у нас «на лугу». Талада, да, на лугу. И 8 в Крыму. Вот в этих словах мы всегда будем говорить «у» в конце, если у нас вопрос «где». Запомнили, ребята? Давайте теперь еще раз подытожим наш урок. Сегодня наш урок был нацелен на то, чтобы вы научились правильно отвечать на вопрос «где». Чтобы ответить правильно на вопрос «где», мы в конце во всех словах, кроме исключений, кроме тех слов, которые оканчиваются на «и-я», «и-е», мы ставим окончание «е». Во множественном числе окончание «ах», «ях». Используем предлоги «в», «на». Всем понятно? Предлог «в» – закрытое пространство, предлог «на» – это открытое пространство. Также теперь в конце нашего урока я хочу вас поблагодарить, то, что вы уделили внимание. Күн қойып бізді оққаныңыздарға, көңіл бұрғаныңыздар үшін сіздерге чоң рахмат. Сіздерге үй тапшырма, өзіңірдің үйіңірді, көчөді, емне қайда жатса, ошоны көріп, өзіңірге айтып көргілі. Ошондо маселе жаралат. Қайда, емнені, қайсы окончанияны қандай қолданым деген. Мысалы, көчөгө чыктык, қар қайда жатат? Где лежит снег? На деревьях, на крышах, на машинах. Видите? Вот так попробуйте использовать данную грамматику. Ушунда ушул грамматика силерге пайдасын тийгизет. Рахмат, көңіл бұрған үшін. Кейінгі кездескенше. Пока-пока всем.